Это видео в соцсети, по всей видимости, выложил один из проезжающих мимо по федеральной трассе. Коровы со сломанными рогами и конечностями, скорее всего, попали под машину. Кто-то аккуратно увел животных с проезжей части и оставил на обочине. Там рогатые нарушители ППД пролежали в течение 2 дней, без всякого внимания со стороны проезжающих, а самое главное – хозяев. В итоге про животных все-таки вспомнили, их забрали после того, как ролик облетел в сеть. Но вопрос, почему коровы беспризорно разгуливают по проезжей части, да еще и по федеральной трассе, видимо, нерадивых хозяев мало волнует. В нашей съемочной группе в поисках крупного рогатого скота особо разъезжать не пришлось. Животные выходят нередко на трассу. К примеру, здесь, в сельском поселении Троицка, местные коровы чувствуют себя весьма комфортно, а ведь они нередко являются причиной ДТП. Яркий пример аварии, произошедшей буквально пару месяцев назад в селении Нижние Чулуки, когда шофер просто не заметил, сбил лошадь. В ДТП погибло 2 человека. Водители негодуют. Постоянные ДТП и зачастую виновники вовсе не лихачи, а бесхозный скот. В большинстве случаев наезды на животных происходят в темное время суток, так как именно тогда ухудшается видимость на дорогах. Именно так знакомый Амирхана Измайлова попал в ДТП, а вся беда в том, что хозяева не следят за своими животными. Раньше у нас, конечно, транспорта было меньше, да, и у нас как бы появилось издавна, что и коров выпускают, пускают пасутся куда попало, и баранов бывает. Но раньше не было машин, такого движения не было. Сейчас движение плотное, люди их выпускают и даже не думают. Машины, без присмотра, аварии, на службу, машины, это правда. Троицким местным властям приходится совсем нелегко в решении проблемы. В селе 3 стада, которые выводятся ежедневно на пастбище. Правда, за эту услугу надо платить 500 рублей в месяц. Видимо, некоторые жители просто, чтобы не тратиться лишний раз, отправляют свой скот в открытое плавание, отмечает глава администрации. полиции ареале. Бисны теха докабл хусум дейбе, бисны теха ждохан чиц докуш ар лилдиш. Нарт хат медяхкин дитти йохда арлахкуш. Так бисн аутиржил у центральной улице-то нухжие юртер ар кохаш. Ужнухже бисн пакет ждохудеже ярик улиц мели дай хайху. شيكوان ملدوز الحيب دلي قدلي شيد والله ملدوز حمنا داوت كون دا داخلنا شيكوار حيب دا ديانا أرد أخي تعبنا ركت بواتش تقف هنا مش عليل سبوز نيا بيش مش هلكيش هنا نيا خلنا بيش مش كتير اشتح هنا ليلي هنا سن هنا سن شريع هنا سن هنا حانو درت عليه عشان نيا هنا بيش مش كنا نيا خوا تشوف ناخذ زول مجدش هنا ليه وجد بجم هنا تاخذ تشوف هنا نيا قدرت ليه ليش هتجور دقيقة هنا بداخل ليه البقوية. Бесхозные животные – это еще и проблема для работников ГУПов. Стадо топчет и объедает весь урожай, тем самым нанося огромный урон предприятиям. В хозяйстве Курейша Цароева выращивают яблоки и сливы на 100 гектарах. Но целое стадо коров спокойно разгуливает по саду. Директор жалуется: не успеешь высадить, а следом корову уничтожает весь труд. Местным жителям тоже, очевидно, приходится несладко, ведь коровы топчут цветники, разносят весь выставленный на уборку мусор, тем самым разводя антисанитарию. Мусор только выставят, утром забирают мусор, опять ставят, и этот скот выходит утром, вечером, ночью я выйду, вот, неудобно прям бывает от людей, что вот у меня по улице этот мусор стоит. Выйду опять скот. Ну неужели нельзя свой скот домой? Я ночью не сплю, когда у меня корова на улице остается. Там, где в борьбе с бродячими животными настойчивые просьбы не помогают, власти уже намерены прибегнуть к другим методам. Первые шаги в этом направлении уже есть. Некоторые населенные пункты начали создавать загоны, пункты временного содержания безнадзорных животных. Кроме того, в сельских поселениях будут проводиться рейды, а владельцам животных придется выплачивать штрафы. Мага Келиматова, Майрбек Миржоев, Рамзан Миржоев. Новости 24.